Время, проведенное в этих стенах, даром не пропадет. Сегодня День библиотек. В Национальном храме знаний празднику посвятили конференцию. Скорость и адреналин в действии. В Сунзе прошел чемпионат республики по автомногоборью. Талантливая молодежь талантлива во всем. Студенты ИНГУ стали лауреатами Всероссийской студенческой весны. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров посетил в хоккейной академии имени Фетисова в Магазе финальную игру турнира по хоккею с шайбой, посвященного столетнему юбилею учреждения пограничной охраны России. День пограничника отмечается в России 28 мая. Матчи получились захватывающими, зрителей их собралось немало, активно болели за спортсменов. Они увидели настоящую игру в хоккей с непредсказуемостью счета, спортивным азартом и боевым настроем игроков, захватывающей динамикой игры и жесткостью схваток в борьбе за шайбу. После завершения финальной игры хоккеистов поприветствовал глава региона. Я сегодня хочу поздравить начальника управления вас и в вашем лице всю команду пограничников. Пожелать всем пограничникам, независимо, где бы они ни служили, не охраняли границу, всем вашим семьям добра, мира, процветания, чтобы все было прекрасно. Ну и со славным юбилеем, с праздником. А всех, кто сегодня играл в честь этого дня, всем спасибо. Сегодня Общероссийский день библиотек. В Ингушетии самым крупным хранилищем книг является Национальная библиотека имени Джамалдина Индиева, которая в этом году отмечает 25 лет. Свой профессиональный праздник работники храма знаний отметили научно-практической конференцией. Деятелей, внесших весомый вклад в развитие библиотечного дела региона, наградили юбилейными медалями. Зарема Ивлоева расскажет. Тишина. Вот главный почерк любой библиотеки. Но это точно не сегодня и не об Ингушской национальной. В этом читальном зале шумно и весело. Библиотекари отмечают юбилей. Поздравить своих друзей приехали писатели, постоянные посетители и политики. Это не просто библиотека. Это наш дом, в котором нас ждут, в котором нас так тепло принимают. Иногда мы даже не хотим отсюда уходить. Настолько вот эта атмосфера нас поглощает полностью. Что бы мы ни говорили, библиотеки, они существуют для читателей, для народа. Я бы хотел пожелать им творческих успехов, благополучия, в том числе и удачи на работе. Но кроме всего этого, я бы им хотел пожелать хорошего читателя, задумчивого читателя, читателя, который знает, чего он хочет, что он ищет и что он собирается с этими знаниями делать. Национальная библиотека как сердце библиотечной системы Ингушетии. Она по праву считается объектом национального и культурного достояния. Ее миссия в сохранении исторической памяти народа. В связи с юбилеем были отмечены лучшие работники и люди, которые внесли вклад в библиотечное дело. Директора Национальной библиотеки Республики Ингушетия имени Джамалдина Индиева Газдиеву Цеш Абдулаевну. Сегодня в адрес юбиляров звучит много теплых слов. А главный редактор журнала «Литературная Ингушетия» даже посвятила стихи библиотеке. Четверть века вас страшит напрасно. Тех, кто хочет время удержать. Шорох книг настойчиво и ясно. Годы переводят в циферблат. В 2013 году в Национальной библиотеке Ингушетии создан Центр «Доступная среда». С помощью специального оборудования незрячим и слабовидящим пользователям открываются большие возможности доступа к информации. Теперь же сотрудники центра ставят задачу перевести на Брайля самые популярные ингушские романы. Брайлевский формат не единственный. Мы еще любую книгу, которую издаем в укрупненном шрифте для слабовидящих людей. И уже с недавних пор
записываем аудиоформат. В коллекции библиотеки тысячи книг. Это и художественная литература, и научная, и детская. На базе библиотеки также выходит журнал «Библиотечный вестник». Активно работает и Центр правовой информации, благодаря которому любой желающий может получить здесь бесплатную юридическую консультацию. За развитие центра юбилейной медалью был отмечен председатель Конституционного суда Аюб Гагиев. Еще раз хочу, во-первых, поблагодарить руководство Национальной библиотеки за то, что отметили наши скромные усилия, наш скромный вклад в сотрудничество с библиотекой, и еще раз их поздравить с этим юбилеем. Также особой благодарностью и медалью была отмечена сотрудница национального канала «Ингушетия», автор и ведущая программы «Книга» Мадина Евлоева. Я рада, что я могу сегодня освещать ту деятельность, ту очень полезную деятельность, которую вы каждый день проводите. Конференции, вечера памяти, встречи с читателями, презентации, круглые столы, литературные чтения. Национальная библиотека находится в постоянном развитии и поиске. Зарема Ивлоева, Залина Могушкова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Свой профессиональный праздник сегодня также отмечают работники химической и нефтехимической промышленности, которая ведет свою историю с советских времен. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая. Каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева. А самому первому празднику был присвоен номер 1 – водород. День химика – праздник, объединяющий и студентов, и аспирантов, и преподавателей, и выпускников всех поколений. Этот день отмечается всегда ярко и весело. Выпускники химических факультетов неизменно востребованы и в науке, и в промышленности, и в бизнесе. За последние 20 лет в Ингушетии жертвами бандитов стали свыше 400 работников правоохранительных органов. Это люди, которые исполняли свой долг с честью и достоинством, что не всегда по нраву бандитам. О тех, кто отдал свои жизни ради спокойствия нашей Родины, расскажет Алейла Гайсанова. Сотруднику ДПС Исрапилу Богатыреву было всего 29. Жизнелюбивый, заботливый и добрый человек. Погиб в результате нападения на пост в Яндере 5 ноября. Без отца остались 3 детей. Младшему сыну всего 2 года. Из-за полученных ранений на посту Исрапил скончался на месте. Родные до сих пор не могут поверить в случившееся. Жизнь родного человека оборвалась слишком внезапно. Хаммадасер дике тырлыш гарнахта везиш. Масне халдия дия мехтязет мадир таван ве мехтабус наха зулумдия хамдия. Еще один герой и невосполнимая утрата, боль от потери родного человека Герихана Нальгиева навсегда останется в сердцах его близких. В тот день родные погибшего вспоминают будто страшный сон. Это было в пятницу, 7 сентября 2012 года. Он приехал с работы, пообедал и ждал отца из мечети. По приезду в спешке собрался и уехал на его машине. Тогда, конечно же, никто не знал, что бандиты подложили взрывчатку у мечети в автомобиле отца. Проехав несколько сотен метров, машина взлетела на воздух. И спасти раненого Герихана врачи уже не смогли. За 30 лет он никогда в жизни что-то против меня, он не то что сказал, он даже косо на меня не посмотрел. До того у него уважение к родителям было, ко мне, к матери, и к дядькам, всем. Ну, уважение у него большое очень было. Настоящего человека узнаешь только после смерти. Он начинает осознавать, узнать, что за человек он был. И вот с каждым днем я все больше и больше убеждаюсь. Ну, идеальный он, хотя мне не прыщит, но идеальный пацан был. На Герихана покушались и раньше. Участковый, который выполнял свою работу по букве закона, имел множество грамот и наград, но мешал нелюдям в осуществлении коварных планов. Даже после первого нападения он не захотел уходить с работы, несмотря на уговоры отца и матери. Герихан Нальгиев не отступил перед опасностью и пожертвовал собой ради спасения других. У него остались жена и 3 сыновей. Если хоть один из них наполовину будет похож на него, я, наверное, буду счастливой матерью.
Лучшие уходят первыми, так говорят о Рашиде Ганижеве, его друзья и родные. У него получалось быть хорошим отцом, мужем и верным другом. Рашид Ганижев был образцом во всех отношениях. Подполковник полиции, заместитель начальника ОМОНа 2 апреля 2013 года при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве подорвался на мине. Профессионал высокого класса. Мы имели честь с ним работать. Так о нем говорят друзья. Рашид был надежным, честным, порядочным, грамотным человеком. Рашид очень любил свой отряд и дорожил каждым своим сотрудником. Потерю каждого бойца он переносил очень болезненно. Похоронил 29 своих друзей и 30-м оказался сам. Он имел множество наград, но скромно прятал их подальше от людских глаз. Родные не в силах передать всю боль утраты. Забыть такого человека, как их брат и муж, невозможно. Он считал своим долгом посещать семьи вот этих погибших сотрудников. Очень часто их посещал, особенно в праздничные дни. Он мог не приехать к нам, к сестрам, но их посещал обязательно. Был хорошим отцом, любящим, хорошим братом, хорошим мужем. За 10 лет не было таких, можно сказать, даже вообще ссор, можно сказать, даже не было. Я видела, как люди ругаются в некоторых семьях. И была рада, что такой отец у моих детей. Потому что это очень большой пример для подрастающего моего поколения. Это память и неугасающая боль о тех, кто выполнил свой служебный долг ценой собственной жизни. Погибших не вернуть, но в наших силах хранить память о людях, шагнувших в бессмертие и ставших легендами. Лейла Гайсанова, Светлана Томова. Новости 24. Кому-то нефть в радость, а вот для жителей Акиюрта она стала источником экологического бедствия и головной болью для местных властей. Нефть проливалась из поврежденного трубопровода на земли сельхозназначения. Сотрудники Россельхознадзора отберут пробы и направят в Ставропольский центр лабораторного анализа для определения ущерба, нанесенного окружающей среде. По приблизительным подсчетам он составляет порядка 50 миллионов рублей. Властям предстоит ликвидировать утечки нефти и провести рекультивацию земель. Данный факт является грубым нарушением требований земельного законодательства Российской Федерации. На текущий момент Управлением Россельхознадзора по Республике Ингушетия вынесено представление о возбуждении административного производства. Проводится комплекс мероприятий на установление личностей, причастных к данному факту. Госдума приняла в первом чтении проект об аресте имущества юридических лиц за взятки. Как отмечается, стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимальный размер административного штрафа. Решение о наложении ареста будет приниматься судом на основании мотивированного ходатайства прокурора, а сам арест осуществляться в законодательном порядке. Кроме того, наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, законопроектом допускается лишь при отсутствии у юрлица иного имущества. Поддержали в Госдуме и проект о применении электрошокеров транспортной полицией. Авторы отмечают, что, учитывая особую ответственность, возложенную на подразделения транспортной безопасности по пресечению в том числе терактов на территории аэропортов, электрошокеры могут использоваться как оружие активной самообороны и средства для пресечения таких действий. Месяц Рамадан, безусловно, является священным временем, когда Всевышний Аллах дарует постящимся свое прощение и милость. Кроме всего порицаемого, верующие в этот месяц от рассвета до заката отказываются от еды и питья. Лишь с наступлением ифтара мусульмане приступают к разговению. О том, как проходил ифтар в Магасе, расскажет Зелимхан Калоев. После долгожданного азана и первичного разговения финиками и водой в столице на некоторое время устанавливается тишина. Казалось бы, в Рамадан встретить открытые места для проведения досуга, к тому же и вечером, невозможно. Однако постящиеся с заходом солнца поесть вкусно теперь могут во многих местах. К примеру, в летнем кафе «Жемчужина». Хоть места все не до конца заполнены, после совершения вечернего намаза здесь становится многолюдно.
Впервые на этом месте решили остановиться и гости из Чеченской Республики, которые решили провести коллективный ифтар. К совершению этого обязательного предписания Всевышнего со всей серьезностью относится Салтмурат Дашуев, который держит пост со 2-го класса. В месяц Рамадан все мусульмане мира получают вознаграждение за благие дела. В этот период происходит очищение от грехов, и верующие получают довольство Всевышнего. Также помимо обязательных предписаний выполняется дополнительное. Больше времени уделяется чтению священного Корана, совершению суннат-намазов и, конечно же, восхвалению Всевышнего. هوكن ما خوش ومارخن ما خوش كن بزول خوش هربيز بيش أدمت خلق مخس مرزو يسيرت. Летнее кафе собирает гостей не только на разговение, но и на сухур. Гостям здесь рады в любое время. Поэтому заведение является излюбленным местом для многих посетителей. Предпочтение в еде во время поста у многих разное, поэтому не жалея ни себя, ни сил, кухонный персонал составляет насыщенное меню. Пицца, салат, шашлык, чаплик вообще хоздетха, о ингушетти цанади, хохтадр мухас чаплик, колчела, квартал челадас, ябух челада. Одним словом, голодными отсюда никто не уходит, но домой люди не торопятся. Если же утром здесь по понятным причинам трудно кого-то застать, то после совершения ифтара центральная аллея Магаса буквально заполняется людьми. Среди них как молодежь, дети, так и более взрослое поколение. Это неудивительно, ведь после жаркой погоды и утомительного дня спасают только вечерние прогулки. Вечерние прогулки, впрочем, продолжаются до самой ночи. Также в честь священного месяца Рамадан в Ингушетии проходят благотворительные мероприятия. Чуть ли не ежедневно в каждом городе можно увидеть шатры в Рамадана, где с каждым годом все охотнее собираются люди. Дилимхан Калоев, Сурхо Кусиев, Новости 24. В Сунже завершились республиканские соревнования по автомногоборью. На гоночном треке города более 20 экипажей показывали свои теоретические знания по правилам дорожного движения, а также демонстрировали навыки вождения автомобиля. Об участниках и победителях следующий материал. Посостязаться в фигурном вождении или просто увидеть практические задания, выполняемые участниками турнира, мог каждый желающий. Сунжинский спортивный автодром предоставляет такую возможность не только профессиональным гонщикам, но и автолюбителям. Например, для Мовсара Миржоева и его команды республиканский чемпионат стал отличной возможностью протестировать свой автомобиль и также повысить навыки вождения перед крупными соревнованиями в мире автоспорта. У нас машина, мы готовили, мы хотели посмотреть, как у нас машина поедет и поедет. Мы еще набраться опыта, за сколько наша машина проедет. Кто считает себя хорошим водителем, должен приехать сюда на трассу, показать, как он есть. Здесь на трассе надо показывать, как ехать, как ездить. Нет, там уличные гонки устраивают на улице, не мешают людям. Команды выполняют на автомобилях сложный комплекс упражнений, состоящий из 14 фигур. Организаторы автосостязания отмечают, что такие соревнования они планируют проводить ежемесячно, и этот сезон закончится большим автотурниром, в котором примут участие Северокавказские республики. В этом году каждый месяц будет проходить или драг-рейсинг, или автомногоборье. Вот два мероприятия основных, которые мы будем проводить в этом году. Ну, всего получается сколько? У нас на сезон 6 мероприятий. Цель этого мероприятия – повысить навыки вождения наших жителей, пилотов, всех желающих. Приезжают на автодром, учатся, ездят и побеждают, скажем так, своих же таких сверстников. Львиную долю внимания организаторы уделили вопросам безопасности. Спортсменам созданы все необходимые условия для того, чтобы каждый из них мог продемонстрировать на обычном автомобиле навыки фигурного вождения. Хотелось бы обратиться к нашим любителям быстрых гонок, тем людям, которые нарушают правила дорожного движения, которые не соблюдают ни скорость, ни правила, и тем самым рискуют своими жизнями, рискуют жизнями других людей. Давайте, мы хотели бы вас пригласить, чтобы вы приехали,
свой адреналин, все вот эти накопившую энергию, пожалуйста, приезжайте, катайтесь. Есть автодром. По поручению главы республики ежемесячно проводятся мероприятия именно по этому виду спорта. Дождливая погода и плохое сцепление колес с дорогой не помешало спортсменам проявить мастерство вождения автомобиля. Большинство из них уже не раз побеждали на соревнованиях самого разного уровня. Рашида Аздоева новость о проведении турнира застала в дороге, и он немедля решил воспользоваться возможностью посостязаться. Сегодня приехал чисто случайно, вот был в дороге, с Грозного ехал и заскочил. Занял, результат у меня пока второй. Не получилось показать нормальный результат. 23-го здесь буду выступать у себя. Это у меня будет первый выезд в этом году. В прошлом году я в Грозном был, занял на чемпионате Чеченской Республики 3-е место. У каждого водителя возникает желание вдавить педаль газа в пол и рвануть, оставляя за собой запах жженой резины и облако пыли. Но, к счастью, в условиях городского режима этого делать нельзя. А если все же жажда скорости не отступает, то есть выход. Это гоночный трек. В нашей республике есть автодром в городе Сунжи, куда можно приехать и испытать все те ощущения, которые испытывает гонщик. Харон Аздоев, Адам Далаков, Новости 24. Студенты Ингушского госуниверситета стали лауреатами 26-го фестиваля «Российская студенческая весна-2018». За звание самых талантливых боролись более 2000 студентов со всех регионов страны. Напомню, что всего от нашего региона покорять молодежь страны отправились 20 студентов. Материал Заремы Ивлоевой. Это не музыкальный класс, аудитория в НГУ. За микрофоном будущий блестящий экономист. Жаридат Галаева окончила школу на золотую медаль. Теперь ее цель – красный диплом. А вокал – это просто хобби. Но песня «Башня» в исполнении девушки завоевала сердца зрителей и жюри Всероссийской студвесны. Уже 3-й год меня отправляют на Всероссийскую студенческую весну. Они проходят в разных городах. На первом курсе, когда я училась, она проходила в 2016 году в городе Казань. В 2017 году уже Тула, Москва. И в этом году нам посчастливилось съездить в Ставрополь. И вот только в этом году я стала лауреатом 2-й степени в номинации «Народный вокал». Вокал народный, а значит и все выступление должно быть пропитано национальным колоритом. Девушка выбрала для выступления национальный костюм и не ошиблась. А чтобы еще больше окунуть жюри в горскую атмосферу, судьям был представлен перевод стихотворений на русский язык. Я выступала 19-й после обеда. Это было очень сложно. Уставшие все, уже 5 часов, по-моему, вечера было. Для меня было главное достойно выйти с этой сцены. Тем более сидят в жюри такие известные личности, звукорежиссеры, аранжировщики, исполнители. 2700 участников из 80 регионов необъятной страны боролись за право называться самыми талантливыми студентами. Выступления были разделены по 7 номинациям. Музыкальное искусство, танцевальное, театральное, журналистика, видео, оригинальный жанр и региональные программы. Команда НГУ представила свои номера в нескольких номинациях. 2-е место занял Иберт Кульбужев, который исполнил авторскую песню «Девушка-загадка». На гитаре играю уже 9 лет. Вот. И как-то решил попробовать себя в этом. Просто взял, сделал. Как-то, наверное, получилось. По словам автора и исполнителя, стихи к песне он написал всего за час. А дальше почти месяц шла активная работа по усовершенствованию исполнения и написанию музыки. И, казалось бы, все отработано до мелочей. Но иногда удача покидает артиста. Когда он начал играть, у него не включилась гитара. Был казус, номер, можно сказать, сорвался, но наш студент не растерялся, уверенно спел песню и в результате получил 2-е место. Несмотря на такой казус, Берт Кульбужев вспоминает это время с особой теплотой. Цель фестиваля – объединить молодежь страны, при этом сохранив самобытность каждого народа. Мне очень понравилось там. Там очень такая уютная обстановка была, и люди были очень добрые там. По-моему, это единственное, не единственное, но можно сказать, что самое запомнившееся мне место, где я выезжал, где было полно таких душевных моментов, таких добра и так далее.
Всероссийская студенческая весна завершилась грандиозным гала-концертом, где были показаны лучшие номера фестиваля, в числе которых было и выступление ансамбля народного танца «ИНГУ. Молодость Ингушетии». Оргкомитет фестиваля направил ректору Ингушского госуниверситета благодарственное письмо, в котором был отмечен высокий уровень конкурсантов. А глава региона Юнусбек Евкуров дал поручение председателю комитета по делам молодежи Сулейману Игиеву подать заявку на проведение российской студвесны в Ингушетии. Зарима Ивлоева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Воспитанники финского дзюдо-клуба «Магаз» снова радуют яркими победами. В городе Ванта накануне завершился ежегодный турнир по дзюдо «Век-Ара». В соревнованиях состязались 200 спортсменов из 40 спортклубов Финляндии и Эстонии в различных возрастных категориях до 18 лет. Клуб «Магаз» представляли 11 дзюдоистов, которые уверенно выступили и принесли команде 9 золотых и 2 серебряные медали, тем самым обеспечив клубу первое место в общекомандном зачете. Клубы также не оказалось равных и в командном турнире в весовых категориях от 30 до 55 килограмм. Воспитанники завершили финальные схватки с явным преимуществом. Сезон по борьбе с клещами объявляется открытым. В КФХ Сунжинского района прошли обработки крупнорогатого скота. Сотрудники Сунжинской станции по борьбе с болезнями животных провели дезинфекцию, обрабатывая скот методом опрыскивания специальным раствором. Такую массовую обработку против паразитов ветеринары проводят в фермерских хозяйствах республики на бесплатной основе после заключения договора хозяина предприятия с ветеринарной службой. Средства на покупку медикаментов были выделены Минфином и правительством Ингушетии. Обработки против паразитов будут проводиться до конца июля в Назрановском, Малгобекском и Джайрасском районах Ингушетии. Мероприятия в плане вакцинации, обработок должны быть проведены 100%. Это даже не обсуждается, потому что животные болезни, сегодня у нас заболевания общие для животных и человека. Поэтому очень важно, это у каждой семьи есть дети, которые употребляют это молоко, молочные продукты. А если заразишься, например, бруцеллезом, наверное, все знают, это уже все. Это неизлечимое заболевание. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.